Ну, давайте я вам покажу, как работает вечная спичка. Для этого нам понадобится спирт, шприц. Мы берем немножко спирта. Надеюсь, этого хватит. Вынимаем саму спичку, берем спирт и туда заправляем. Даем немножко намокнуть. Здесь ничего не прольется, потому что здесь есть прокладка резиновая. Я вам покажу. Вот, смотрите, вот она. Потом берем. Вот так. Вечная спичка. Единственное то, что кажется немножко опасно, то, что если это будет бензин, он будет стекать вот прямо сюда. Так что лучше заправляйте действительно спиртом, потому что спирт как бы улетучивается. Вот если вы будете вынимать, то он сразу вот с этой металлической части будет улетучиваться, и ничего такого не произойдет в итоге. То есть гореть будет только вот эта ткань. А с той стороны, где у вас металл, ну, сразу улетучится, и вашим пальцем ничего не будет стекать. И второе предупреждение, вот когда здесь угольки, не засовывайте туда, потому что оно может загореться. В общем, использовать, конечно, лучше только на природе. И вряд ли. И вот штучка, вот смотрите, вот эти ворсинки, они у меня уже сгорели. Сейчас я буду до конца все это проделывать. И будет ли оно вообще гореть через 2-3 использования? Надеюсь, что будет. Огонь уже довольно-таки слабенький, а нет, вру. Не, будет гореть. Заказывайте. Стоит рублей 24-25. В общем, вещь немножко хорошая, немножко такая. Вот видите, сразу там что-то произошло, когда она горячая была. Ну, а так, я даже не знаю, рекомендовать или не рекомендую. Ну, рекомендую, конечно. Берите, не пожалеете. Естественно, оно может вам спасти жизнь, поэтому рекомендую. Но использовать часто там дома не советую. Детям особенно не давайте вот эту игрушку, потому что они будут играться, и неизвестно еще до чего дойдет. Поэтому только со 17 лет, и только тем, кто соблюдает технику безопасности.